السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. По милости Аллаха Всевышнего Субханаху ва Тааля, продолжаем с вами наши лекции, посвященные изучению имен Аллаха. На прошлом уроке, на последнем уроке, мы с вами прошли имя Аллаха Ар-Раззак, Ар-Разик и Ар-Раззак, и сказали, что эти имена указывают на то, что Аллах единственный, кто дарует ар-ризк. Ар-ризк. И что же касается того, что такое ризк, мы сказали, это все то, чем человек пользуется. В чем видит пользу? Можно перевести как удел. Это и еда, и питье, и одежда, и знание, и жизнь. Все, что в этом мире есть, это все, что дается человеку, и чем он пользуется в этом мире, это является ризк. И Аллах единственный, кто дарует ризк. И сегодня же мы пройдем два имени, которые также связаны с именем Ар-Раззак. С именем Ар-Раззак они связаны. И эти имена у нас, они приходят парно. И следует их упоминать лишь парно. Это имена Аль-Кабид и Аль-Басит. Аль-Кабид и Аль-Басит. И эти имена у нас приходят в хадисе, который мы уже с вами упоминали на прошлом уроке, где приводится, что однажды во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, повысились цены на товары, и люди пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, и попросили его установить цены. На что он ответил: поистине Аллах, Он Творец, и Он Аль-Кабид, и Он Аль-Басит, и Он Ар-Раззак, и Он дарующий удел, и Он тот, кто устанавливает цены, он сказал. И в этом хадисе приводятся имена Аль-Кабид и Аль-Басит. Что же имена эти означают? Что касается имени Аль-Кабид, то оно происходит от глагола «кабада». Можно перевести как «схватил». «Кабада» применяется, когда человек всей ладонью, всей рукой что-то схватывает, то в арабском языке это применяется как «кабада». «Кабада биядихи», то есть схватил своей рукой. Когда всей рукой, не только кончиками пальцев. В арабском языке также есть глагол «кабаса», когда человек только кончиками пальцев хватает. А тут «кабада», то есть полностью всей кистью. То есть «аль-кабид», он тот, кто схватывает или удерживает, можем сказать. А «аль-басит» от глагола «басата», это наоборот, когда он расстилает. В арабском языке применяется, когда человек расстилает руку. То есть раскрывает басата ядаху. Раскрыл. То есть отпустил. И также приходит в мысли басата, то есть раздал или расстелил. Касается, например, имущества. Или когда человек дает людям другим садака, и он басата, то есть в этом деле он расстилает свое имущество, раздает свое имущество. Кабада значит удерживает, а басата, противоположно ему, наоборот, раздает, расстилает. И Аллах Субханаху ва Тааля назвал себя этими именами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал Аллаха этими именами. И что же они означают в отношении Аллаха? Аль-Кабид и Аль-Басит. Аллах Субхану ва Тааля в Коране упоминает свое деяние, то есть эти имена указывают на эти имена через деяние и говорит: «Валлаху якабиду ва ябасуту ва илейхи турджаун». Аллах, Он тот, кто удерживает, якабиду, то есть Он Аль-Кабид, и Он тот, кто ябасуту, басит, то есть раздает. И вы к Нему вернетесь, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И в отношении Аллаха эти имена означают, что Он тот, кто якабид ар-ризк. Он тот, кто удерживает ризк.
то есть сжимает его. Кабада, то есть после того, как оно было расстелено, он его собирает, удерживает ризк. То есть кому-то Аллах Субхану ва Тааля уменьшает удел, сжимает его удел. А кому-то Аллах Субхану ва Тааля ябисутур ризк, то есть он ему раздает, расстилает этот ризк, этот его удел. И об этом Аллах Тааля в Коране нам также говорит: «Валлаху ябисутур ризка лиман яша'у ва якдир». Аллах, Он расстилает, раздает ризк, удел тому, кому пожелает, и удерживает ризк, то есть уменьшает удел тому, кому пожелает. И мы на прошлом уроке с вами остановились на аяте из суры Аль-Фаджр, в котором Аллах Тааля приводит слова людей, когда فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Когда же человек, говорит, его Аллах испытает его и даст, облагодарит его, даст ему удел, то человек говорит: воистину Аллах, Он благосклонен ко мне. А когда же его Господь испытает его и уменьшит его ризк, то он говорит: воистину Аллах, мой Господь, разгневан на меня. И значит, Аллах Тааля дает ризк и уменьшает этот ризк. И Он это делает по своей мудрости и по своему знанию. И не означает, что если кому-то Аллах Тааля ризк кабада, сжал, удержал, это не означает, что Аллах Тааля разгневан на него. И также, если кому-то Аллах Тааля басатар ризк, то есть Он раздал ему ризк, увеличил его удел, то это не означает, что Аллах Тааля благосклонен к нему. Аллах все делает по своей мудрости. Кому-то же уменьшает ризк, кому-то увеличивает ризк. Возможно, тот, кому Аллах Тааля уменьшил ризк, Аллах Тааля знает, что если бы Он даровал ему большее, то этот человек повяз бы в грехах. И также наоборот, может тот, у кого удел широкий, если бы Аллах Тааля ему уменьшил, то по причине бедности этот человек также мог бы погрязть в грехах. То есть увеличение или же уменьшение удела, это не указывает на то, что Аллах Тааля любит раба, или же наоборот, Он гневается на него. И все Аллах Субхану ва Тааля это делает по своей мудрости. И как об этом Он в Коране нам сказал: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Если бы Аллах всем своим рабам увеличил удел, басата, расширил, раздал их ризк, то они бы распространили нечестие на земле, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть это все делается по своей мудрости. Именно по мудрости Аллаха не все люди богаты и не все люди бедны. Кто-то богат, кто-то беден. В одних районах, в одних регионах Аллах Субхану ва Тааля дает плодородные земли, обильные дожди, а на других землях, на других континентах может быть сухо, может быть земли неплодородные. Это тоже баст и кабд. То есть в одном месте Аллах Тааля басата, то есть расширил удел, а в другом месте удержал удел. Это на всей планете, на всей земле. И это все делается по мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому, если кто-то усомнится, да, и спросит, почему же тогда, если Бог есть, да, почему в одной стране люди голодают, в другой стране люди живут бедно, мы отвечаем: потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он мудр, Он справедлив. И что бы Он ни делал, Он делает по своей мудрости. И как в этом аяте Он сказал: если бы Он всем раздал ризк, то люди бы распространили нечестие на земле. Аллах Субхану ва Тааля знает о людях больше, нежели мы сами. И поэтому не стоит судить по внешнему, появлению человека.
Также мы сказали касательно этих имен, что эти имена должны приходить вместе. То есть, если мы упоминаем Аллаха Субхану ва Тааля, хотим назвать Его этими именами, возвеличить Его этими именами, то мы должны эти имена вместе называть. Говорить Аллах, Он Аль-Басит, Аль-Кабит. Нельзя говорить просто Аллах Аль-Кабит, при этом не упомянув имя Аль-Басит. И не надо говорить Аллах Аль-Басит, не упомянув имени Аль-Кабит. То есть эти имена, они противоположны друг другу. И лишь когда они приходят вместе, они дают совершенный смысл. То есть если в этом мире, как можно привести пример, человек говорит, в его руках, то есть говорит про определенного человека, да? Один человек говорит про другого. В его руках как сказать, в его руках распоряжение мной, то есть в его руках как удержание моего удела, можно сказать, и в его руках также увеличение. То есть можем сказать, в его руках увеличение моей зарплаты, и в его руках уменьшение моей зарплаты. То есть это получается, если только так сказав, понимается, что вся зарплата, размер этой зарплаты зависит от этого человека. А если же человек скажет, в его руках увеличение моей зарплаты, но при этом не скажет уменьшение моей зарплаты, то получается, в его руках лишь увеличение зарплаты, а уменьшение не от него, уже от кого-то другого. Или же наоборот, в его руках уменьшение моей зарплаты, но не увеличение. То есть по отдельности они не дают совершенный смысл, полноценный. И лишь вместе они дают совершенный полноценный смысл. Именно поэтому и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда восхвалял Аллаха в день битвы при Ухуде, он упомянул эти имена вместе. В день битвы при Ухуде пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выстроил сподвижников и обратился к Аллаху субхану ва тааля с дуа. И в этом дуа он упомянул имена Аллаха. И обратился к нему: «Ля кабида лима басатта, ва ля басита лима кабатта». Нет, никто не удержит то, что ты распространил или ты преувеличил, и никто не преувеличит то, что ты удержал. И эти имена Аллах субхану ва тааля в Коране тоже парно упоминает. «Валлаху якабиду ва ябасуту». Аллах удерживает и расстилает. И поэтому эти имена, если кто-то восхваляет Аллаха субхану ва тааля в своих мольбах и упоминает эти имена, то эти имена нужно упоминать парно. И какую же пользу мы извлекаем, когда изучаем эти имена? Во-первых, эти имена дают нам знание, что лишь в руках Аллаха и ни в чьих других руках находится наш ризк. И Он единственный, кто его может увеличить, и Он единственный, кто его может уменьшить. Ни от чьих-либо других желаний не зависит это. Кто-то желает уменьшения твоего дела, он не влияет на это, если Аллах субхану ва тааля не пожелает. Кто-то желает увеличения твоего дела, но он не может тебе никак помочь, если Аллах субхану ва тааля этого не пожелает. И поэтому, как мы уже в других уроках упоминали, что главным в этом мире является достижение довольства Аллаха субхану ва тааля. И просить лишь у Аллаха субхану ва тааля. И ни в коем случае нельзя искать довольство людей через гнев Аллаха. Нужно искать довольство Аллаха, даже если приведет к гневу людей. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил даже своих маленьких сподвижников, младших сподвижников, как приводится от Абдулла ибн Аббаса, когда он был еще юным, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его научил хадису, в котором сказал: знай же, если ты спросишь, то проси у Аллаха. Если прибегаешь к помощи, то прибегай к помощи у Аллаха. И знай же, если все люди захотят причинить тебе вред, то они не смогут причинить тебе вред, а то они причинят тебе вред лишь в том размере, в котором Аллах Та'аля предписал. Если же они пожелают тебе оказать помощь, поддержку, то они окажут тебе такую помощь лишь в том размере, в каком Аллах Та'аля предписал. И ризк тоже в руках Аллаха. Он аль-басит, он раздает ризк. И он аль-кабит, и он удерживает ризк. И никто в этом мире, кроме Аллаха, субхану ва тааля, этим не владеет.
И Аллах Тааля это дает, как мы сказали, по своему знанию, по знанию людей. И поэтому, во-вторых, каждому человеку надо быть довольным тем, что у него есть. И просить у Аллаха благое. Как Аллах Тааля в Коране упомянул слова «Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана». О Аллах, даруй нам в этом мире благое и в следующем мире благое. Не надо просить у Аллаха просто богатство, потому что может в богатстве тебе зло, может в богатстве тебе вред. Нужно просить у Аллаха благое, аль-хасана. Возможно, тебе благо в бедности, а возможно, тебе благо в богатстве. И поэтому, каким бы человек ни был, богатым или бедным, то он должен быть доволен этим и у Аллаха всегда просить благое. И следующее, какую же нам пользу это приносит? Это извлекается из аята. Из аята «Валлаху якабиду ва ябисуту ва илейхи турджаун». Аллах удерживает ризк, и Аллах расстилает удел, и к Нему вы будете возвращены, говорит Аллах Тааля. Сначала упомянул вот это ризк, удел, и потом сказал, что вы к Нему будете возвращены. Этими словами Аллах напоминает нам, что какими бы мы ни были, у кого-то удел меньше, у кого-то больше, все будут возвращены к Аллаху, и каждый будет отвечать за этот удел, который им Аллах Тааля дал. Тот человек, которому Аллах Тааля преувеличил ризк, басата ризк, он будет отвечать в каких путях, на каком пути он расходовал этот ризк, как он использовал этот ризк. И говоря слова, «и к Нему вы будете возвращены», тем самым он предостерегает богатого человека, тому, кому Аллах Тааля увеличил удел, от использования этого удела в греховных поступках. Да, Аллах Тааля дал тебе ризк, но знаешь же, что ты вернешься к Аллаху, и что ты будешь держать ответ за это. И также Аллах Тааля предостерегает того человека, которому он кабадар ризк, преуменьшил его ризк, от того, чтобы вот эта бедность, нищета не привела его к греховным поступкам. Чтобы он не встал на путь воровства, скажем, или ростовчичества, или же не искал пути запретного заработка. Каждый, как и бедный, так и богатый, все будут возвращены к Аллаху, и каждый будет держать перед ним ответ. И Аллах Тааля предостерегает нас в конце этого аята, говоря, что мы все будем к Нему возвращены. И также из смыслов аль-кабада аль-басата, расстелил, увеличил и уменьшил, мы сказали ризк. Но тут не только ризк, в понимании ризк мы сказали, это также имущество, это также знание, и это также сила. Кому-то Аллах Тааля дает куа, силу. И изучение имен, знание имен аль-кабит аль-басит, знание того, что Аллах Он дал нам, и Аллах Он уменьшает, указывает на то, что ты, кому Аллах Тааля дал что-то, ты должен использовать это и даровать это другим, так же, как Аллах Тааля тебе дал. То есть Аллах Тааля тебе басата, Он тебе увеличил ризк, удел, что-то дал, то ты должен это так же, как Аллах Тааля тебе дал, раздавать другим. Потому что иначе Аллах Субхану ва Тааля может это все у тебя забрать. Как об этом говорит Аль-Куртуби, имам Аль-Куртуби, толкователь Корана. И обязательно каждому обязательно каждому быть убежденным в том, что Аллах Тааля, Он расстилает удел, и также Аллах Тааля, Он удерживает удел. И если же говорит Аллах Тааля раскрыл твое сердце знанием, то есть даровал тебе знание, басатал ильм, дал тебе знание, то ты должен этим знанием делиться с другими, и другим это знание раздавать. Если же, говорит, Аллах даровал тебе силу телесную, то ты должен использовать это тело, эту силу на пользу себе, преувеличивая свое поклонение, и также в делах, которые приносят пользу мусульманам, мусульманской умме. То есть молодой, сильный, ты физически можешь помочь, то ты должен использовать эту силу.
Если же Аллах Та'аля дал тебе имущество, деньги, богатство, то ты должен так же, как Аллах Та'аля тебе дал, ты тоже должен другим это даровать. А тот же говорит, если у него нет ничего из этого, он слаб, у него нет денег, у него нет знания, то в чем же ему тогда, чем же даровать другим? Или что же ему расстилать, говорит? Что же он будет ябсут, что он будет расстилать? То он говорит, пусть свой язык расстелит поминанием Аллаха Субхану ва Тааля и благодарностью Аллаха Субхану ва Тааля и выполнением его обязательств, его повелений. То есть, если даже у тебя нет ни богатства, ни силы, ни знания, но у тебя все равно есть возможность расстелить свое поклонение. Ябсудуль айбада, то есть свое поклонение расширить. Так пусть же он говорит, расширить свое поклонение. И это касательно вот этих имен Аль-Кабид, Аль-Басит, и касательно польз, которые мы можем извлечь из этих имен. И на этом, иншаллах, мы урок закончим. Если вопросов нет. Ассаламу алейкум.